беззащитным детям, это сверх что-то естественное, которое выходит за рамку всех понятий человеческих. Но при этом мы должны понимать, что преступниками не рождаются, а просто преступниками становятся. Они становятся в среде определенной, в которой мы все вместе живем. Это сегодня все попало в нас, и мы обсуждаем одну семью. И очень плохо тогда, когда вот надо оказать помощь, выступает человек, приехавший из Москвы. А почему до сих пор не принято это решение, о чем мы говорим сегодня? Где та общественность, которая поднимала все на уши всю республику? Куда они смотрели? Почему этой бабушке не помогает? Почему этой бабушке не подсказывает? Ну почему он вдруг из Москвы приехал и нам подсказывает, что надо делать по отношению к этой семье? Куда правительство смотрело, куда город смотрел, понимаете? Мы слишком много говорим о правильных вещах, но мы очень мало делаем. Ищите еще месяц, понимаете, 2 законных пути оказания помощи, понимаете, якобы. Конечно, до себя надо переехать. Без всех соображений, понимаете. Давно надо было это решить вопрос. Что, обязательно президент должен вмешаться в эти вопросы? Мы должны понимать, конечно, это особый случай, исключительный случай. Мы всегда всем помогали, всем поголовно, всем. Правительство республики, тысячам и тысячам людей. Находили же источники поддержки. Поэтому то, что поставлено, решать все вопросы. На это неделю вам срок. Кто должен помочь? Это ваш, разбирать его вопросы. Это детское учреждение должно устраивать, на лечение в Москву отправлять, квартиру решить, место поменять, чтобы потом пальцами показывали на эту семью. Психологическое недоверие на этих людей. Надо, если они живут на востоке, значит на запад надо перевести. Если на север, то на юг надо перевести, в городе Якутске хотя бы. Менять микрорайон. А там вы же находите для решения других людей. Вопрос очень быстро. Так, это первое. По отношению к семье, ходили все здесь, на площади ходили, понимаете, кричали, рычали, а что это помогли-то? Кто подсказал, как надо этим людям помогать? Ну, вас ругали, понимаете. А зачем ругать-то? Хотя бы надо было ругать за то, что квартиру не дали, за то, что детей, понимаете, не отправили куда-то. Хотя бы за это надо было ругать, чтобы власть понимала, о чем речь идет. Что, понимаете, воспользовались моментом. Это первое. Я прошу Дмитрия Ильича возьмите под контроль и займитесь этим вопросом с правительством, с городом, с министерством ведомством. В течение недели все это вопрос решать. Теперь дальше. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на некоторые вещи, которые поднимались наши силовики в целом. Мы все-таки должны понимать, кто чем должен заниматься.
Но то слишком много взяли на себя власти. Все, поголовно, что есть на территории Якутии, взяли на себя. И при этом осилить не можем. Жизнь должна идти как-то по поровну распределенному понятию, по организации жизни в республике. Власти должны создать соответствующие механизмы через принятие закона, постановления, нормативные акты. Вот ваша задача – создавать эффективные, нужные для людей механизмы. А общественность это пойдет и сама начнет действовать. Нет механизмов, общественность будет на вас смотреть, на вас пальцы показывать и будет ждать. Сколько ждали, столько и будет ждать. А толку ничего не будет. Вот сегодня, как говорит Виктор Васильевич, комиссию создали без толка. Силовикам тоже, они же тоже ограничены в своих возможностях. Без общественности, без привлечения самих людей у вас ничего не получится. Это принципиальный вопрос. Теперь конкретный вопрос. Да, телефоны доверия надо расширить. Не только в городе Якутске. Телефоны доверия для детей, для подростков, для молодежи, чтобы они прошли свои, то, что накопилось, высказались. Это очень большая психологическая помощь, понимаете или нет? Поэтому я просил бы, Карин Катиных, чего бы ни стоило, Министерство молодежи поддержать в этом, вместе с Министерством образования. Это включает сельские районы, все города Якутии. Да, следующий вопрос, который я обращаю ваше внимание, все-таки нам необходимо иметь доступ к данным обо всех преступлениях, когда-либо совершивших сексуальные преступления, о преступниках, чтобы мы знали их лицо. Базу данных надо создать и обнародовать. Я не обо всех преступниках говорю, которые на путь исправления ставят. Я абсолютно верю, что это люди, совершившие один раз такое преступление, они не будут нормальными людьми. Это данные, вот должны знать. Через кого, через как, вот, Дмитрий Ильич, подумайте. Так, все-таки у нас очень много проблем по половому воспитанию детей, особенно в школах. Просвещение в этом вопросе все-таки дало бы определенную какую-то возможность правильной оценки детьми действий взрослых познавать. Так, дальше. Нам необходимо создать определенный механизм мониторинга за здоровьем, психологическим здоровьем семьи. Почему это все говорят, что семьи там воспитываемые у одной матери, там многодетные, они почему-то становятся сегодня якобы базой как появления преступников. Я тоже воспитывался в такой семье. Одна мать воспитала у меня 8 детей. И мы не стали преступниками. Это неправильное представление, неправильная подача народа, понимаете. И это психологически давит вот таких семей. Наоборот, у этой семьи очень много ответственности появляется. Я видел и вижу до сих пор. Поэтому здесь какие-то немножко другие подходы нужны. То есть все-таки нам необходимо сегодня
а разобраться, я еще говорю, мониторить именно за здоровьем, психологическим здоровьем семьи, не только в таких семьях, но и на первый взгляд в благополучных семьях тоже воспитываются преступники. Я бы сегодня предложил даже вплоть до организации подводных обходов для поиска входящей группы риска в этом плане. Мониторить. Иначе мы ситуацию не исправим. Обратите внимание на реализацию программ по борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Это вы хорошо знаете. Такие программы у нас неплохо работают. Так, у нас очень неправильное понятие есть по привлечению подростков к труду. Даже у нас из Москвы, понимаете, запрето, что это к сведению прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета. Детей нельзя привлекать к труду в школьном возрасте. Запрещается якобы. Никакой труд человека не портит в любом возрасте. Если этим занимаются, больше всего родители. Поэтому нам в Якутии все-таки к этому вопросу надо обратить внимание. Так, по больным людям. Мы знаем, все-таки есть у нас больные люди психически больные. Я просил бы все-таки медикам дать заключение, что мы должны принудительно лечить. Они больше становятся совершающими такие преступления. Их именно психически неуравновешенность надо лечить. Принудительно надо лечить. Так, и Минздрава. У нас есть женские консультации? Есть. При женских консультациях надо создать специально сексологические лечебно-реабилитационные центры. С врачами, психологами и педагогами. Почему? Потому что мы знаем о тех обиженных детей и подростков по официальной статистике. А без официальной статистики эта цифра кратно больше, понимаете? Дети признаются, когда становятся взрослыми только. Они ничего не знают. Вот давайте через женские консультации, чтобы эти дети реабилитировались, восстанавливались. Особенно женского пола подвергается. Так. Ну и по работе с средств массовой информации в республике. Надо менять в корне. Но то, что происходит нашими журналистами по отношению привлечения читателей газеты разными способами, это все-таки проходит немножко. На таких вещах собирать читателя, это, конечно, грешно, с одной стороны, но это сегодня пока допускается. Слишком либерально наше законодательство. На этом есть, которые на этой нише зарабатывают люди, деньги. Во всяких ужасах, преступлениях подают материалы, чтобы человек не от того, чтобы воспитываться, а от того, что интересно, с другой точки зрения, читает. Потихоньку от этого надо уходить. Если мы говорим о преступлениях, надо в интересах воспитания рассказывать о этих преступлениях. В интересах других, чтобы люди не совершали в будущем, а не интересовались такими преступлениями. Да, ну и соответствующим, естественно, ведомствам. Все-таки такие понятия, как общественные, семейные ценности и так далее,
необходимо, надо очень четко для себя поставлять планы действий. Мы все-таки должны заниматься воспитанием молодого поколения, молодых людей. Все-таки профилактика начинать надо с детства, со школы. Министерство образования, то, что мы говорили по повышению ответственности учителей не только подачи материалов, что человек познал, но и использование этих материалов по жизни, и воспитать просто, как человека, подрастающее поколение. Ответственность учителей повышать. А где положение, то, что я требовал до 15 сентября принять? Учитель? Да. Да, но готова, нужно выйти вот... Вот я сразу вам давал, принимайте решение. Это Министерство молодежи и семейной политики касается. Вы в корне должны под концепцию, подходы деятельности министерства должны менять. То, что сегодня вы намечаете, все надо реализовать. Надо поддержать коммуникацию министерства. Суды стали очень либеральные, я замечаю. Может, это неправильно, мое субъективное мнение. Так, по полномочиям просите какие-то дополнения, пожалуйста. Законы есть. Они имеют право совершенствоваться, вносите предложения, любые законы, в интересах дела. Оригинальные законы будут поддерживаться, если они направлены по наведению порядка в этом вопросе. Так, по патологоанатому устанавливайте специальные зарплаты, чтобы люди шли к вам. И правительство поддержите тоже в этом вопросе. Это их там все по республике человек 20, не больше. Так, Игорь Георгиевич, по городу, по семье поддерживаете все предложения? Да, конечно. Вот в течение недели с Дмитрием Евгеньевичем правительство решать. Если что нужно, только встречайтесь с ними и по-человечески подойдите. Так, Александр Ильич, вы встречались? Это вопросы все были поставлены? Поставлены вопросы только женщине пока. Но сегодня сказали, что и там другие вопросы поставлены. Все уточняйте, сверяйте все это. Хорошо? Да, вопрос есть, уважаемые коллеги? Да, Виктор, пожалуйста. Егор Иванович, если позволите, уважаемые коллеги, вот вы перечислили, Егор